Всем добрый день. Алексеева Ирина Дмитриевна, главный архитектор города Якутска, начальник управления архитектуры и градостроительной политики окружной администрации. Задачи управления архитектурой и градостроительной политики, исходя из наименования, заключается в том, что именно это структурное подразделение определяет градостроительную политику на территории городского округа город Якутск. Одной из главных задач управления является организационно-правовое обеспечение градостроительной деятельности. Что туда входит? Во-первых, это, конечно же, подготовка и утверждение градостроительной документации. Такие важнейшие стратегические документы, как генеральный план города Якутска, правила землепользования и застройки, документация по планировке территорий, а именно проекты планировки и проекты межевания. Это практически основной объем работы, которым ежедневно занимается управление архитектурой и градостроительной политики. В 2016 году нами рассмотрено 1155 заявок от физических и юридических лиц именно по проектам планировки и межевания территории кварталов города Якутска. К нам поступило 547 заявлений на внесение изменений в правила землепользования и застройки. Значит, кроме того, к нам поступает заявление от физических и юридических лиц по согласованию эскизных проектов, проектов перепланировки, по согласованию рекламных и информационных конструкций. Также у нас работает комиссия по нестационарным торговым объектам, по размещению полигонов ТБО, по размещению площадок для выгула собак. Мы выдаем технические условия на благоустройство. В прошлом году таких заявлений поступило всего 155. В этом году в связи с внесением изменений в градостроительный кодекс, конечно, количество заявок на выдачу тех условий на благоустройство увеличилось в разы. Значит, как я уже сказала, основной объем работы – это прежде всего обеспечение градостроительной деятельности. Правила землепользования и застройки – это основной градорегулирующий документ, который является основой для выдачи разрешений на строительство, для освоения земельных участков. И в 2013 году были разработаны и утверждены правила землепользования, крупнейший на то время документ, который был разработан достаточно укрупненно. То есть, если в 2012 году генеральный план города Якутска включил новые территории в районе, например, с южной стороны города Якутска, это 10-16 километр Покровского тракта, с северной стороны мы в 2015 году также включили новые земельные участки, то правила землепользования и застройки, вот последние 2 года мы очень много вносим изменений именно по корректировке в связи с требованиями земельного законодательства. То есть границы территориальных зон земельных участков должны обязательно совпадать с границами, которые сегодня имеют собственники в государственном кадастре недвижимости. Именно этот большой объем работы ведется уже 3-й год управлением архитектуры. И надо отметить, что количество заявлений в последние годы также наблюдается большое снижение. Вот. По правилам землепользования и застройки мы планомерно на каждую сессию выносим те заявления, которые поступают от граждан. Комиссии по правилам землепользования и застройки у нас проводятся регулярно по мере поступления заявок. В 2016 году, значит, разработан проект внесения изменений в генеральный план города Якутска. Сейчас в этом году мы до конца 2017 года должны этот документ утвердить. Документ буквально в эти дни будет размещен в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования для прохождения процедуры согласования. В течение 3 месяцев мы будем согласовывать с министерствами и ведомствами этот документ, поэтому приглашаем жителей города Якутска также к участию в обсуждении этого важнейшего стратегического документа. 2016 год ознаменовался у нас проведением международных спортивных игр «Дети Азии». Управление архитектурой в прошлом году провело большую работу по разработке паспортов колористического решения зданий. Многие жители, наверное, заметили, что все-таки мы центральные улицы города привели в такой более спокойный колористический тон. И плюс к этому вся республика заметила, что у нас появились очень яркие цветовые акценты. Это объекты стрит-арт по улице Кирова и по улице Аюнского. В этом году, в 2017 мы эту работу продолжаем. У нас планируется 2 фасада по улице Ломоносова, это на Талом озере,
И по улице Стадухина, рядом с озером Щорса, значит, до конца лета у нас появятся 2 новых интересных стрит-арт-объекта. Также мы поддерживаем молодежь, творческую молодежь в этом направлении. То есть вот буквально недавно, на той неделе, молодой художник Александр Скипа украсил своим творчеством 3 точки в городе Якутске. В прошлом году в рамках биеннале актуального искусства также студенты Арктического института много у нас делали стрит-арт-объектов по Талому озеру, ну и в других районах города. Также, значит, одной из основных задач управления архитектурой является архитектурно-строительное проектирование при строительстве объектов. 12 социальных объектов в данное время строятся по соглашению о государственно-частном партнерстве. Буквально недавно забиты сваи на 203-м микрорайоне. Это школа искусств, музыкальная школа, общеобразовательная школа АИКГТА и детский сад. То есть вот 12 социальных объектов. В прошлом году, в 2016 году, проведена большая работа по разработке проектно-сметной документации, по согласованию внешнего архитектурного облика этих объектов. В Гагаринском округе появится в рамках этого соглашения, строится уже Центр современного искусства. Это будет уникальное здание при въезде в город. Также, значит, одной из главных задач управления является разработка муниципальных программ. В конце 2016 года нами разработана и утверждена комплексная программа развития транспортной инфраструктуры города Якутска. И буквально исторической стала программа развития комфортной городской среды. Как уже знают многие жители города Якутска, в этом году у нас ведется, город Якутск участвует в федеральном проекте формирования комфортной городской среды. И мы получили 141 миллион на софинансирование работ по благоустройству, значит, из средств федерального бюджета и республиканского бюджета. Кроме того, уже были заложены средства в нашей программе из муниципального бюджета, поэтому практически порядка около 300 миллионов в этом году у нас выделено на благоустройство. У нас появятся новые общественные пространства, 9 общественных пространств. Буквально сейчас уже начались работы по строительству сквера Роману Дмитриеву, сквера братьев Даниловых. Буквально в эти дни начнутся работы по благоустройству бульвара Учителя. Тоже очень серьезное общественное пространство, которое уже замечено на уровне Минстроя Российской Федерации. И от качества реализации зависит то, как город Якутск покажет себя вообще в этом году вот именно по национальному приоритетному проекту. Значит, сквер строителей, озеро Щорса, сквер труженикам тыла, сквер Винокурова – это те объекты, которые в этом году уже будут реализованы в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды. Также, значит, 121 двор, 122 заявки поступило от жителей города Якутска по благоустройству дворовых территорий. Из них отобраны 21 двор, и работы также уже в эти дни начались по обустройству проездов, освещения, обустройству скамеек и урн. В рамках 21 двора, значит, общественной комиссией отобраны 8 дворов, которые должны стать практически приоритетными в этом проекте. То есть это те дворы, в которых кроме минимального перечня работ будут обустроены очень интересные малоархитектурные формы, будут детские площадки обустроены и спортивные площадки. Такие дворы появятся в каждом округе, 8 округов, 8 приоритетных дворов. То есть ко дню города, к осени в нашем городе появятся благоустроенные, комфортные дворовые пространства и общественные территории. Значит, кроме того, в задачи управления архитектуры и градостроительной политики входит работы по формированию вообще политики в области архитектуры. Так мы проводим архитектурные конкурсы. В прошлом году нами были проведены архитектурные конкурсы по концепции развития площади Орджоникидзе, по разработке эскизного памятника Михаилу Андреевичу Алексееву, который появится на бульваре Учителя, по благоустройству и развитию парка культуры и отдыха города Якутска. Нами разрабатываются эскизные проекты различных скверов, эскизы мемориальных комплексов, мемориальных досок, а также управление архитектурой очень плотно взаимодействует с Союзом архитекторов Якутии.
В прошлом году мы участвовали в международной конференции «Города и люди» с отдельной секцией по урбанистике. И в рамках этой международной конференции был проведен впервые большой международный воркшоп «Общественное пространство в экстремальном климате», в рамках которого как раз прорабатывался бульвар Учителя. 32 молодых архитектора из разных стран, из России, Украины, Казахстана, Италии, тьюторы из Амстердама, Америки, из Москвы приняли участие в этом интересном мероприятии. И вот результатами этого международного воркшопа станет реализация проекта «Бульвар Учителя», который появится у нас ко дню города. Ежегодно мы проводим декаду архитектуры и дизайна, участвуем в региональных фестивалях в Хабаровске и в международном архитектурном фестивале «Зодчество» в Москве. В этом году также планируется участие Республики Саха-Якутия совместно с окружной администрацией в октябре этого года в городе Москва. Также, большая работа ведется сейчас в прошлом году в рамках Года труда. В этом году также продолжается работа по разработке скверов города Якутска. У нас есть очень интересный проект «Школьные дворы» города Якутска, в рамках которого ежегодно там по 2, по 3, по 2, по 3 территории именно школьных дворов благоустраиваются. Кроме этого, ежедневно мы занимаемся формированием земельных участков на торги, то есть доходная часть, в которой участвует Управление архитектуры и градостроительной политики, непосредственно связана с работой агентства земельных отношений. То есть те земельные участки, которые в разрезе разработанной градостроительной документации должны быть выставлены на торги, они нами изыскиваются. Также мы ведем работу по формированию земельных участков под развитие застроенных территорий, договора о развитии застроенных территорий. В прошлом году были заключены таких 3 договора. В этом году также планируется ряд территорий на выставление на аукционы по договорам о развитии застроенной территории. Также в связи со вступившими изменениями в градостроительный кодекс мы сейчас ведем работу по формированию границ земельных участков под комплексное устойчивое развитие. То есть если договора о развитии застроенной территории предполагают прежде всего снос ветхого аварийного жилого фонда, то комплексное устойчивое развитие это касается тех территорий, которые сегодня находятся используются очень неэффективно, например, под коммунально-складское назначение, или же очень большие у нас проблемы испытываются при формировании таких земельных участков, если обременения именно касаются индивидуального жилищного строительства. Такие земельные участки мы сейчас формируем именно по договорам о комплексном и устойчивом развитии. Большой объем работы проведен по многоуровневым парковкам, то есть понимая, что сегодня одной из важных проблем является создание парковочных мест, нами формируются земельные участки на торги именно под многоуровневые парковки, проводятся публичные слушания. Здесь хотелось бы, конечно, призвать жителей в этом вопросе принять активное участие, потому что сегодня не все понимают, что это выход из положения. То есть, например, у нас несколько публичных слушаний в прошлом году были отклонены по причине того, что жители не соглашаются с тем, что именно в их дворе может стоять многоуровневая стоянка. Но это, конечно же, желание жителей. Однако весь мир сегодня, мы видим образцы того, что многоуровневые механизированные стоянки везде работают. Это веяние времени, к этому нужно постепенно переходить. Поэтому я более чем уверена, что и жители нашего города тоже постепенно придут к пониманию того, что в каждом дворе могут появиться такие многоуровневые стоянки, ну и постепенно мы будем их количество увеличивать. По разработке, граддокументации мы сталкиваемся с какими проблемами? Во-первых, это, конечно же, недостаточно средств в бюджете. Мы понимаем, что бюджет ограниченный, поэтому в соответствии с требованиями градостроительного кодекса сегодня собственники, физические и юридические лица, имеют право сами обращаться в уполномоченные органы, а именно в Управление архитектуры и градостроительной политики, с заявлениями о внесении изменений в граддокументацию, если это
им необходимо. Поэтому мы ждем жителей города Якутска, если есть какие-то предложения в этом направлении, подходите к нам в управление по адресу Октябрьская, 20/1, кабинет 202, приемная. Мы принимаем заявления от всех заявителей. Рабочий телефон 42 90 91. Можете звонить, обращаться. Приемные дни у нас по понедельникам с 5 часов, прием по личным вопросам. Тоже можно записаться на прием. И если, значит, людей, как правило, интересуют вопросы возможности перераспределения земельных участков, прирезки земельных участков, изменения вида разрешенного использования, это наша текущая деятельность. По этим вопросам можете подходить на консультацию. Кроме того, значит, одним из важных направлений работы управления является введение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. У нас в городе Якутске работает сегодня геопортал. Это открытые данные, в котором любой житель города Якутска может получить информацию по тем или иным вопросам в области земельно-имущественных отношений. То есть какие зоны, какие виды разрешенного использования, что человек может построить вот на том или ином земельном участке, что надо сделать, чтобы изменить этот вид разрешенного использования или получить разрешение на условно разрешенные виды использования, на отклонение от предельных параметров. Все эти данные можно получить на геопортале города Якутска. Там же у нас размещены все основные градостроительные документы, а именно правила землепользования и застройки, генеральный план города Якутска, проекты межевания. И не обязательно по этому поводу обращаться в управление архитектуры, а можно получить исчерпывающую информацию уже онлайн, в таком режиме, когда можно просто зайти на страницу и получить достаточно большой объем информации. Там же у нас на геопортале размещена информация по аукционам, которые проводятся на земельные участки, информация по схеме нестационарных торговых объектов, информация по схеме рекламных конструкций. Все это документы, которые утверждены и сегодня являются регламентами для работы окружной администрации и уполномоченного органа. Значит, по муниципальной программе формирования комфортной городской среды в данное время нами утверждена программа на 2017 год, и мы приглашаем жителей города к участию в разработке программы на 2018-2022 годы. Сегодня мы принимаем предложения от жителей, где, в каких местах в городе нам еще необходимо обустраивать общественные пространства. Мы принимаем заявки на дворовые территории, то есть в течение 5 лет задача благоустроить все дворы многоквартирных жилых домов. В данное время проводится инвентаризация дворов в городе Якутске. Все данные будут вноситься в систему ГИС ЖКХ, и все данные будут анализироваться для того, чтобы эту программу до конца года разработать и по этой программе ежегодно проводить работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Что еще? Значит, в этом году мы также планируем продолжить работу по нашей текущей деятельности, а именно по подготовке грант-документации. Мы планируем до конца года в рамках исполнения поручения Минстроя Российской Федерации усилить работу по очистке города от визуального мусора, то есть от несанкционированных информационных конструкций, которые достаточно часто у нас еще появляются в центральной части города. Также мы приняли в этом году очень серьезный нормативный правовой акт по обязательному согласованию архитектурно-художественного облика объектов капитального строительства. И согласно этого нормативного правового акта абсолютно все объекты в жилой застройке, а это не только жилые дома, это и общественные здания, это и те здания, которые в жилой застройке встречаются, и коммунально-складского характера, и производственного характера, они все обязаны проходить процедуру согласования с Управлением архитектуры и градостроительной политики, и только после этого, получать разрешение на строительство. Тоже касается разработки концепции архитектурно-художественного облика основных улиц.
2017 году у нас, к сожалению, средств на эту работу предусмотрено не было. Однако в 2018 году мы планируем предусмотреть средства на дальнейшую разработку концепции архитектурного художественного облика магистральных улиц, а именно Пояркова, проспект Ленина, улица Дзержинского. В данное время совместно с региональным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры нами, разработаны границы центральной части, исторической части города Якутска, в которых будет полный запрет установки, например, настенных панно, которые являются именно теми факторами, которые нарушают архитектурный облик сложившейся застройки исторической части города. Вот. Как только мы эти границы примем, соответственно, нами будут уже предприняты мероприятия по недопущению появления таких рекламных конструкций в исторической части города. Что касается работы по вертикальной планировке, многие жители города Якутска, как правило, обращаются к нам с вопросами по водоотведению. Да, очень серьезный вопрос. Все мы видим, насколько серьезную работу сейчас проводит служба эксплуатации городского хозяйства. Управлением в прошлом году была разработана проектно-сметная документация по обеспечению проточности малого кольца. Сейчас СГХ продолжает эту работу по большому кольцу. Нами поднят вопрос о передаче мероприятий по водоотведению именно в программу комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, потому что все-таки это вопрос больше содержания, эксплуатации нашего городского канала. А управлением архитектуры будет продолжена работа по разработке проектов благоустройства городского канала, то есть территории, прилегающих к городскому каналу. Нами сегодня направлены главе предложения по подключению объектов малого и среднего предпринимательства. То есть понятно, что общественные пространства сегодня требуют очень больших капиталовложений, и это не по силам только муниципальному бюджету. И здесь участие именно предпринимателей, людей, которые могли бы устанавливать, например, вдоль городского канала какие-то объекты предпринимательства, небольшие, может быть, павильоны, какие-то комплексы досугового назначения, и готовые предоставлять услуги населению именно в части обеспечения досуга, нами будут приветствоваться. Департаментом экономики прорабатываются механизмы упрощенного предоставления таких земельных участков. И таким образом мы могли бы такое муниципально-частное партнерство организовать в городе, когда город предоставляет по упрощенной схеме земельные участки, а предприниматели на себя берут обязательства по благоустройству этого земельного участка и содержанию земельных участков в надлежащем состоянии. Конечно же, для этого необходимо прежде всего проработать дизайн-проекты, то есть это должен быть единый дизайн-концепт. Мы планируем такую работу проводить в управлении архитектурой, то есть разработать единый дизайн объектов, которые появятся вдоль городского канала, а уже предприниматели на себя могли бы взять именно по утвержденному дизайну строительство таких объектов и их содержательную часть. Таким образом, можно будет совместно привести в порядок те территории, которые сегодня находятся в ненадлежащем состоянии, а именно территории, прилегающие к городскому каналу. Начиная с озера Сайсары до практически улицы Отеченко, куда впадает наш городской канал, порядка 27 земельных участков нами сейчас изысканы как потенциально возможные к благоустройству. И эту работу мы будем продолжать и в 2017 году, и планируем на 2018 и 2022 годы. Также в этом году мы хотели бы провести конкурс по благоустройству озера Сайсары. Все мы знаем, что озеро Сайсары – это одно из уникальных мест в городе Якутске, уникальное общественное пространство, которое, конечно же, надо тоже благоустраивать, приводить в соответствие. Мы планируем на полуострове, на озере Сайсары построить урасу по чертежам нашего народного мастера Мандар-Уса. По этому вопросу сейчас прорабатывается нами земельный участок, и, конечно же, такая хорошая концепция благоустройства озера Сайсары с элементами национального городского дизайна. Это то, что хотелось бы увидеть уже начиная с 2018 года в нашем городе Якутске. В рамках этой работы в этом году у нас
одним из приоритетных проектов является двор по улице Каландершвили, который выходит именно на озеро Сайсары. Именно там сейчас архитекторы проработали дизайн этого, малых архитектурных форм этого двора именно с национальным колоритом. Появится очень интересное пространство, это небольшой участок набережной по улице Сайсары, чтобы людей оградить от, понятно, когда есть общественные пространства и приватные пространства, жителям этих домов, конечно, хотелось бы немножко получить более такое приватное пространство, поэтому мы предусмотрели полосу зеленых насаждений. Вот. Там есть у нас и велосипедные дорожки, и различные интересные игровые площадки, и воркаут-площадка, и такая небольшая дорожка, по которой могут велосипедисты, значит, вот хотя бы вот сейчас на ограниченном участке вдоль этих дворов уже в этом году получить очень интересную площадку. А со следующего года, естественно, эти работы будут продолжены. То есть прямо вдоль, вокруг озера Сайсары мы планируем организовать пешеходную дорожку, велосипедную дорожку и получить лучшее место, в котором жители города Якутска могли бы отдыхать и проводить свое время. В рамках этой работы также, естественно, планируется включить и сквер Матери, продолжить работы по его благоустройству. Ну и таким образом это также часть городского канала, который является неотъемлемой частью городского пространства. Вот такие вот работы ведутся управлением архитектуры и планируются в 2017 и последующие годы. Кроме того, у нас в рамках наших полномочий есть сфера работы по мемориальным комплексам. Вообще сегодня работа по мемориальным доскам, по памятникам, по линии Минстроя Российской Федерации приходят у нас методические рекомендации пересмотреть вообще отношения. То есть нельзя бесконечно ставить бюсты и академические памятники. Здесь мы со следующего года, в 2018 году, планируем совместно с Национальным художественным музеем, значит, проработать вопросы вообще системного подхода к городской скульптуре и стрит-арт-объектам. То есть все-таки должна появиться какая-то определенная система. И, например, объекты современной городской скульптуры – это то, что сегодня во всех городах появляется. В этом году прямо возле Центрального кинотеатра мы впервые, значит, тоже один из интересных объектов появится. Это памятник дворнику, памятник работникам нашего жилищно-коммунального хозяйства, как дань уважения тем людям, которые ежедневно занимаются уборкой. Очень интересный памятник авторский, скульптор Николай Чучасов, дворник, который не имеет лица, то есть никто из нас, как правило, не знает дворников в лицо, но это именно те невидимые бойцы, которые ежедневно, благодаря которым наш город должен быть чистый и ухоженный. То есть это дань уважения тем людям, которые ежедневно проводят эту работу. И именно такой памятник появится возле кинотеатра Центрального. Вот. А со следующего года мы планируем, вот буквально недавно у меня на приеме был скульптор Василий Сивцев из Красноярска. И до этого ко мне обращались скульпторы. Мы планируем, например, вдоль озера Теплого сделать парк городских скульптур. Тоже очень нужная вещь. Понятно, что нужно думать, какие материалы, какие финансовые средства на это понадобятся. Очень интересные предложения именно по использованию наших национальных мотивов. Например, якутские промыслы. То есть скульпторы хотели бы предложить, например, памятник мумха, памятник лепешки якутской. Есть у нас, например, памятник карасю, так полюбившийся жителям. Продолжить ряд таких памятников интересных, которые будут очень небольшие, не такие массивные, объемные, но будут очень интересные с точки зрения формирования современной городской среды. Так. И, уважаемые жители, по всем интересующим вас вопросам, еще раз вы можете обращаться в Управление архитектуры и градостроительной политики по адресу Октябрьская, 20/1, наш телефон 42 90 91. Прием мы проводим по личным вопросам в понедельник с 5 часов. Приходите, ответим на все ваши вопросы.